В историческом интернет-сообществе все больше набирает обороты дискуссия о том, кто такие были авары, и какого они были происхождения. В интернете есть множество различных статей, утверждающих, что, дескать, авары, или жужжане, как их еще называли древние хунны, происходили от тюрок, или вообще были тюрками. Так ли это на самом деле? И стоит ли верить без разбора всему, что пишут? В первую очередь, наверное, нужно посмотреть, кто автор, написавший ту или иную статью, и опубликовавший эту статью для открытого пользования. Затем, наверное, не лишним будет изучить эту личность, и его авторитет в историческом сообществе. Его мотивы, в какой среде он писал, был ли он ангажирован третьими лицами при написании той или иной статьи. Во-вторых, если статья об аварах, где пишется о том, что якобы авары, пришедшие из Азии в Европу через Поволжье и Кавказ, были тюркского происхождения, и внизу статьи или в начале ее, мы видим, что нет никакого автора, то следует понимать, что такой статье доверять особенно не следует. Ниже будет приведен пример двух статей, где одна статья записана как отрывок из книги одного известного в историческом сообществе автора, а другая статья, написанная непонятно кем, а поэтому и не подписана никем, и нет ссылки на автора этой статьи, через которую легко можно понять, где более правдоподобная версия того, какого происхождения были авары, и кто такие были тюрки, и кем они были у авар. В-третьих, многие любопытные, желающие узнать ту или иную информацию, сразу лезут в Википедию, как будто там находится кладезь всех знаний в мире, авторитетные и неоспоримые истины в последней инстанции, не понимая, что Википедия — это такой сайт, в который любой желающий при правильном входе и регистрации может внести определенные поправки и изменения, если только он будет соблюдать условия, что нельзя будет полностью изменить информацию, уже до тебя записанную или переформатированную кем-то. В одной из прошлых статей мы писали о свирепом народе уар, называемом в Европе аварами, которые ворвались в Европу раннего средневековья и создали там свое царство, на просторах венгерской пушты и степей Украины. Славяне стали для них рабами и пушечным мясом, которым они щедро распоряжались в многочисленных войнах. Но кем же были эти жестокие завоеватели по национальности? Авары пришли к византийцам с видом повелителей многочисленных народов и как равный с равным, попросили об услуге, дать им земли в пределах империи, в обмен на их охрану. Что они в состоянии это сделать, авары доказали еще до сановнего визита. Сначала они пришли в Восточную Европу из заволжских степей, и все кочевники, не раз угрожавшие самому Константинополю, расступились перед ними и не посмели возразить. Затем, взяв в союзники аланов, вероятно родственных им, авары напали и разгромили булгарские племена, часть которых враждовала с Византией, а другая часть нанималась ими для защиты от первых. С таким послужным списком, авары были вправе претендовать на согласие императора. Однако тот воздержался от выполнения всех условий, как опытный дипломат, но предложил аварам жить рядом с границами и охранять их за некоторую плату. Авары также не отказались сразу, однако быстро включили в свои ряды и побежденных булгар врагов Византии, и других булгар-наемников Византии, а далее начали завоевывать славянские и германские племена Востока Европы. Второе посольство авар в Византию сначала долго ожидало аудиенции, затем право покинуть империю, а затем их повели самой дальней дорогой, где поджидали наемные убийцы. Каган Баян понял все и не стал делать заявления или взывать к правосудию, он просто собрал всех своих вассалов в единый кулак, после чего огромная армия из славянской пехоты, небольших отрядов гепидов,
конные отряды булгар и авар отправились прямо на Константинополь. Византия получила вместо редких атак сравнительно небольшого числа булгар огромную армию под своими стенами, разнообразно вооруженную и, как показали первые столкновения, ведомую опытными полководцами. Терпя поражение, откупаясь, отбрасывая от стен врага, Византия отбивалась от атак аварского каганата, в то же время оставалось неясным, а кто собственно такие эти авары и откуда у них такая хватка в войне и дипломатии. Ведь в Европу пришли всего 20 тысяч всадников, почти без женщин, а за полвека они создали себе вторую по территории и военной мощи империю. Неплохо знающие восточные народы, в том числе и производящие шелк, византийцы терялись в догадках, где скрывалось это племя ранее. В Константинополь пришли посланники тюркского каганата, которые искали союзника на западе, а заодно разведывали ситуацию, чтобы позже вторгнуться в Крым. Эскиль-Кюль-Эркин сообщил императору удивительные вещи. Дескать, авары вовсе не авары, а рабы тюрок, которые после продолжительной войны и восстания вырвались из объятий губительной мести его царя и прибежали в Европу. Они взяли себе имя некогда прославленного народа, чем напугали и заставили отступить кочевников в степи, но был это обман. На самом деле, это жалкие беглецы, которых следует выдать тюркам, ибо те не остановятся, пока не найдут их. В течение столетий древние тюрки, или как правильнее их называть, тюркуты, потомки рода Ашина, ведущие свою родословную от царевича Калеки, были рабами-плавильщиками жужжаний. Они добывали железную руду в горах Алтая, плавили металл в сыродутных печах и создавали этим нехитрым старинным способом металлические изделия, качество которых порой на порядок превосходило современное. Тюркуты ковали доспехи, мечи, наконечники стрел и копий для вооружения своих грозных хозяев жужжаний. Можно сказать, что они своими руками создавали себе кандалы, но ни сами они, ни отцы их, ни деды никогда не воевали. В отличие от непримиримых телесцев, предков современных агузов, тюрки, почти за столетие с момента их расселения в Алтайских горах ни разу не взбунтовались. Трудолюбивые и покорные, такими их считали жужжане, почему и отправили на самый ответственный участок, в плавильни. Но недаром у всех древних народов считалось, что кузнецы доводятся роднее дьяволу. В самом тихом омуте, как известно, всегда заводится какая-нибудь нечисть. Плавильщики жужжаний давно замыслили измену и ждали лишь удобного случая. И похоже, он наступил. Заключение сепаратного мира само по себе, конечно, было изменой хозяевам. Но Бумын и его подданные, видимо, давно мечтали освободиться от гнета и поэтому пошли на этот риск. К тому же они сумели скрыть от своих господ сам факт подписания договора, и в течение более 5 последующих лет занятые внутренней братоубийственной войной жуань-жуани ничего не подозревали. Зато тюрки вовсю готовились к будущей войне, ковали себе оружие, покупали у жужжаний лошадей, тренировали свою армию. И все же шансы их на победу над воинственной ордой хозяев были невелики, если не сказать, мизерны. Чтобы стать в степи воином, надо быть всадником-виртуозом. А для этого недостаточно 5-6 лет обучения, для этого надо было родиться в седле. Тюрки же были кузнецами, а не воинами. И как они могли устоять против профессионалов войны? В определенный момент рабы жужжаний, то есть авар, подняли восстание против своих хозяев, тайно готовясь к нему в течение 5 лет, и в конце концов уничтожили авар, которые вели войну с внешними врагами. Произошел волей судеб, действительно такой, не знаю, надо его называть роковой, но он навсегда раскол жуань-жуани. Наиболее подвижные боевые пошли на запад, и вот эта их могучая ватага, двигаясь на запад, как некий снежный ком с горы, она набирала, впитывала в себя все многие народы. Легендарное ядро аваров, вот, можно их потрогать, посмотреть. И любой старик, любой двоечник,
расскажет вот эти 3 этапа борьбы, но обязательно скажет 4-й. А наши джигиты пошли на Запад, и все, что хотели, там поработили. Это было действительно так. Но что же происходит с теми, кто пошли на Запад? Это не была какая-то прогулка по бульвару, променад. Нужно было прорубаться. Нужно было или пробиваться через эту территорию, и тогда многие гибли. Побеждать тех, кто на своем пути, многие присоединялись. И вот здесь сразу становится очень-очень много. В принципе, все понятно дальше. Первыми на пути стояли угроязычные народы. Те самые, которые под давлением и гуннов, и в данном случае такой активного боевого ядра жуань-жуаней, двинулись с востока на запад. Двинулись, где-то отступая какая-то их часть на север и создавая там марийцев, хантов, мансий, лопарей, саамов, финнов, эстов и так далее. И кто-то на юг, двигаясь с тем, чтобы в IX веке создать свое кочевое государство, Мадьяр-Неште. Получилось так, что вот этот непростой путь, первый компонент, который к жуань-жуаням добавился, это были угры, угрофинские. Дальше они оказались вот от этой дороги прямой куда-то туда, к Дунаю, их снесло на юг. И вот этот конгломерат оказался в Западном Казахстане. В Западном Казахстане, где по соседству создаются одно за другим тюркские государства, кочевые, подвижные, которые признают лишь один подход, как и великий Кемаль Ататюрк, который говорил, что в 1924 году, что у нас все в Турции равны, если они считают себя турками. Вот этот жесткий подход, он давно, веками кристальным был. Там могли знать, что ты славянин. Там могли знать, что ты происходишь вот из тех синдов. Да ради Бога. Боженька один, сначала тенгрианские вещи, а потом, конечно, здесь уже на Ближнем и Среднем Востоке большая часть, конечно, ислам. И вот этот широкий поток, эта лавина, она двигалась не так быстро и так конкретно, как первые посланцы отсюда, гунны. Она двигалась широко, растекаясь и на север, и на юг, и как бы осваивая эту территорию. Характер продвижения гуннов – это характер, конечно, похода. Это характер вторжения. Они вышли где-то там на несколько десятилетий раньше, чем наши знакомые жуань-жуани. И они двигались по узкому степному коридору. Ну, за исключением вот этого их поворота налево, когда они, там, с чего не бывает, в судьбе Индию завоевали северную. Что к этому времени происходит, очень четко нужно себе представить. Самая вот эта тоненькая струечка гуннов, она, двигаясь впереди за несколько десятилетий, чем авары, она тоже обросла гигантским количеством этнических, религиозных, антропологических компонентов. И вот здесь, конечно, вопрос к нашим историкам.
к нашим, то есть нашей цивилизации. Если мы задаем вопрос таким супер авторитетом, как Эберхальд, Хелимский наш, то есть это направление национальных школ, далее Шуплер, Марквард, Пульё и многие-многие другие, которые всю жизнь занимались нашими знакомыми жуань-жуанями, и как они вышли на эту тропу. Только они стеной говорят, что авары, то есть они не говорят, что это ядро авара. Они говорят, это знак равенства. Жуань-жуани и вот авар. Ну, наверное, еще кто-то там, какой-то такой этнический мусор, добавления какие-то, не больше. Все. И спорить с ними себе дороже бесполезно. Они изучили язык жуань-жуани, они показывают, как это у вас как там по-славянски, вот та на 4 колесах двигается, как, телега? Да, этот термин на 400 лет раньше жуань-жуани, когда не подходит. У вас как называется, ну, например, что? Ну, один полк, одно воинское подразделение под одним знаменем. Сейчас уже мало кто сразу скажет. А тогда чисто жуань-жуаньское слово хоругви. Под знаменем. И так далее. Они полностью, они антропологически доказали. Они составили десятки, если не сотни, блестящих работ, каждый из которых мы должны аплодировать, где, допустим, доказали. Родство языка современных тунгусов, современных маньчжуров, несмотря на эти века через джурджений, культурных традиций, нанайцев, кетов, удыгейцев и прочих племен, которые остались на северных, и были их северными территориями, которые никогда большую военную роль, значительную, не играли в событиях на Дальнем Востоке. Но они рядом, они близко, точно так же мы здесь, у славянских племен, знаем каких-то главных героев, наиболее крупные племена, и знаем десятки или сотни каких-то сопровождающих. И они говорят, ну кто еще, если с головой нормально, кто еще спорит, что жуань-жуани это одна ветвь на джурджене маньчжуров, и на весь этот амурско-уссурийский народ, а другая ветвь, это, конечно, на аваров. С какой-то, они допускают благородно, с каким-то дополнением, с какой-то примесью. Но они согласны с тем, что, конечно, авары в их варианте, жужжане, они подошли, вот скажем, они вышли на уровень, когда они соприкоснулись с уграми в 410 году. Это начало этого коридора. А к этому времени, в 370 году, гунны уже были на берегах Северского Донца. 15 лет здесь их морочили героически наши ребята. И зато вот эта вторая волна, мы говорили, что намного сделала рейдов налево, направо, то есть на север-юг, и трудно сказать, как она двигалась, вот так, или она двигалась вот с такими какими-то синусоидами параллельными почти. И именно вот это движение, особенно в южном направлении, приводило к тому, что в V веке, первой половине VI века, вот та среда, в которую погружались вот эти выходцы с Дальнего Востока, жуань-жуани, она все больше была тюркской. Это сказывалось, ну, надо жениться. Женщин же почти не было. Это сказывалось на том, что вот женились на тюркских женщинах, женщина воспитывает
имена, все больше и больше местные тюркские имена, смена религии. У них не раз будет меняться религия, и в конечной точке, где-то после 796 года мы увидим в Европе и христиан. А к концу империи, 823, у них подписаны всякие эдикты, они одни из самых примерных во франском государстве и в государстве Кубрата болгарского, одни из самых примерных христиан. От шаманства через ислам, такой боевой ислам, северных передовых армий, до вот такой, то есть этот путь. Но они пришли, то есть теперь мы говорим уже они обо всех аварах, они пришли, конечно, гораздо позднее, то есть они пришли гораздо, в пост, есть такое понятие, в постгунскую эпоху.